Салам алейкум, мекендештер. Хотел бы рассказать про нашу диаспору Интымак. Да? Предлагаю все равно объединиться. Я всегда говорю, давайте объединимся. У каждого есть проблемы. Просто каждый сам за себя. И когда сталкивается с проблемами, кого-то в больницу положили, у кого-то в полицию забрали, кому-то зарплату не дали, кого-то избили. Вот тогда мы вспоминаем диаспору. Почему с нами так происходит? Потому что каждый человек сам по себе, по натуре эгоист. Он живет для себя. Ну, в крайнем случае, для своей семьи. Что нужно делать, чтобы поменять свое мышление, а жить ради общества? Вот мы всегда говорим про лучшие страны. Америку, Германию, Японию. Люди меняют свое мышление, менталитет. А мы вот всегда говорим, что нет, без Кыргызстана, Ошундайус, у нас не будет лидера никогда. Мы все трайбалисты, делимся на областя, делимся на юг и север. Вот это и происходит, что мы не можем добиться результатов. Но другие же страны же пришли к этому как-то. Почему другие страны живут в довольстве? Пример Сингапура. Самая коррумпированная страна была в свое время. Но пришел премьер-министр, известнейший, наверное, все знаете, да, как он поменял реформы. Он поменял мышление народа. Соответственно, поменялась сама страна и изменилась в лучшую сторону. Сейчас она входит в десятку развивающих стран Сингапур. И из-за этого один человек хочет поменять что-то, то надо друг друга поддерживать. Если мы не поменяемся, мы будем в говне всегда. Как говорят вот, без кыргыз бы сошундай, bizde лидер болбойт, без бириге албайбыз, ошундай болуп жүрө беребиз. Мне обидно это слышать. И самое главное, люди говорят и не верят, что можно достичь лучшего. А я вот верю, что можно достичь лучшего. На протяжении 3-го года я иду к цели. Объединяются люди возле меня, в нашей команде. Нас мало, человек 15-20. Но в душе они патриоты. Патриот это кто? Это кто любит свою родину. И для него это не пустой звук Кыргызстан деген. Он все равно старается, чтобы о кыргызском народе говорили, даже где он живет. Он прославляет свой народ как? Он делает благие дела, хорошо работает, о нем хорошо отзываются. О нем спрашивают, ты кто по национальности? Он говорит, мен кыргызмын, я кыргыз. Соответственно, люди сразу меняют мышление. А кыргызы хорошие люди. А есть люди, которые считают, что можно себе делать плохое, и он не понимает, что он наводит тень на весь народ. Из-за этого я прошу вас, давайте объединяться. Если мы не объединимся, мы будем жить всегда в тех условиях, в которых мы живем. И я очень рад, что в нашу команду начали верить, и мы стараемся помочь всем, кто нуждается, по возможности. Я не говорю, что мы прямо 100% всем помогаем. Да, где-то мы не можем, но мы пытаемся. Из-за этого призываю, давайте пытаться помогать, объединяться. Мне очень приятно, что братья-узбеки сейчас обращаются ко мне. Уже многим братьям-узбекам помог. Вчера буквально Узбек Бертуганус позвонил ко мне. Вот такая афера происходит. К нему звонят с консульства и говорят, что якобы его разыскивают полиции в Новосибирске. Приедь в консульство. Молодец, он позвонил ко мне.
сказал: вот, Джазбек ака, у меня проблемы, меня вызывают. Почему вызывают, не объясняют. Я сказал: дай мне этот номер человека, я позвоню. Созвонился с этим человеком, говорю, представился ему, кто я здесь, что я представитель Государственной службы миграции, также уполномоченный омбудсмен, бывший сотрудник ККНБ. А вы кто? Можно разъяснить вашу причину вызова моего соотечественника, который живет в Якутске? В чем проблема? Это не телефонный разговор. Я говорю: а вы же по телефону вызываете его, еще и в Новосибирск. Основание? Он говорит: ну мы не на скорую вызываем. Я говорю: вы можете представиться? Я представился вам, теперь представьтесь вы. Он опять говорит: не телефонный разговор. Я говорю: тогда у нас с вами разговоров не будет. Все вопросы по поводу моего соотечественника будут решаться через меня. Он понял и положил телефон. Не буду говорить, кто он такой, консульский сотрудник. Но имя его не буду говорить, распространять. Но есть такие проблемы, аферы. Так что не ведитесь, когда вас зовут по телефону. Всегда говорите уверенно. У нас есть представитель Кыргызстана здесь. Скажите, можно узнать, кто с кем я разговариваю, вашу должность, если звание есть звание, где вы конкретно работаете, запишите это и потом передадите мне его номер телефона, будем узнавать. И таких примеров с братьями-узбеками очень много. Я очень рад, что своими стараниями братья-узбеки обращаются за помощью. А если обращаются, значит они верят, значит они будут объединяться. Я предлагаю не только кыргызам объединиться, я предлагаю всем кыргызстанцам объединиться. И мы должны быть как Сингапур. Мы должны каждый друг другу помогать. Теперь хотел бы сказать насчет водителей автобусов. Про международные права, там очень много вопросов. Говорили, что 1 августа запретят. Кто-то ездит, кто-то не ездит. Смотрите, сейчас дозвонился ко мне один байке. Не знаю, забыл, как его имя. Но завтра мы с ним созвонимся. Я обязательно съездю ради всех автобусников, транспортников. Эртен транспортные имея Баркелем, инспекция, куда бурса. Мы созвонились с этим байкешком, у него как раз есть права. И российские, оказывается, которые он здесь брал. И международные права. С этими правами пойдем и будем выяснять, в чем причина, почему запрещают. Вот это называется сила, когда мы не безразличны. Вот как вот этот кулак. Ошончон, урматтуу мекендештер, объединяемся в интымах. Интымах — это единство. И не надо вот это говорить: у меня работа одна, со мной ничего не будет. Всевышний видит, что все может быть. А если мы объединимся, мы будем сильными. И я сейчас вот, кстати, хотел вам пожелать хорошего дня. Сегодня воскресенье. По утрам я вот так бегаю. Если есть возможность, бегайте по утрам в парке. Лето здесь короткое. Всем удачи, салам алейкум, Джазбек. Сделайте репост во все группы. Я вам говорил, что я только нахожусь в группах Интымах. Со всех групп вышел, только группа Интымах. Другие группы можете сделать репост.